Все прекрасно слышат, что скандирует арена. Су Йонг Ю оказался сегодня в меньшинстве. Айдон Кодек, конечно же, местный боец. Не привыкать, кстати, Су Йонгу. Выступал он уже на арене хозяев, так что для... Сразу же тейкдаун. Вот это да! Первых Вот это секунд да! от Йонга. Неожиданно! Неожиданно! Заходит! Айдон Кодек переворачивает, но в гарде оказывается. Сразу же встает, и это правильное решение. Очень правильное решение. Не стоит. Сейчас атаковал снизу Да, Су Йонг. не стоит лезть в гард черному поясу по бразильскому джиу-джитсу. Да. Да, начало было прям на удивление. Взял неожиданность. Да. Хитростью. Редко, кстати, он сам проходит в ноги в своих поединках, но в этот раз, видимо, решил начать с сюрприза. Атакует Айдон Кодек. Жестко сразу Снова пробивает, проведение тейкдауна. но здесь уже наверное, не Попадает, я так сработало. понимаю. Да. Удары были ощутимы, и даже по реакции корейского бойца это заметно. Зачем в клинч полез сам Айдон, не совсем понятно. Неплохо у него и в стойке получалось. Да, абсолютно не нужен ему этот ближний бой, партер, клинч. Да, очень устойчив на ногах Су Йонг Ю. Есть у него и такая черта. Очень тяжело его бросить. Да, нужно бить. Все правильно делает Кодек. А что задумал Су Йонг? Отлично. Вырывается из клинча Су Йонг. Пошел, Кодек все так же прессингует. пошел вперед. Жесткие у него удары с рук. В последних поединках это особенно было заметно. И сейчас, думаем, будет вкладываться заново. Еще раз. Включает комбинации Кодек. Да, получше все-таки на руках, но попадает контрит. справа. Контрит Су Йонг. Кореец. Су Йонг Ю. Прижимает, режет углы. Айдон Кодек. Удар в Попадает в пах. пах. Это было неумышленно, но все же Давайте взглянем на повтор. да. Такое частенько происходит и в рамках турниров по ММА. Мы часто это видим. Есть две большие проблемы. Это удары в пах и пальцы в глаз. Ну, если пальцы в глаз сложно, наверное, избежать, то удары в пах есть защитные ракушки, Да. которые, конечно же, Судя по всему, спасают, но, наверное, не на 100%. готов ли продолжить Айдон Кодек? Не совсем понятно. Я бы хотел взглянуть на повтор, потому что тот ракурс, который нам предоставили офицеры, наверное, не самый удачный был. Да, да. Давайте еще раз взглянем, может, с другого ракурса. Вот он здесь. Чистейший удар в пах. Тут даже нет сомнений. Другое дело, был ли злой умысел у корейского спортсмена. Я в этом сомневаюсь. Не думаю, что он это сделал специально. Но, тем не менее, нарушение есть нарушение. И сейчас врачам, судьям нужно принимать решение. Что дальше? Я думаю, что Айдон продолжит поединок. Я на моей памяти не помню ни один поединок, который закончился бы ударом в пах, и боец, который пропустил такой удар, выиграл бы дисквалификацию. Бывают там удары по лежачему сопернику Нет, ногами, здесь, знаешь, по затылку бывает. Но здесь вряд ли, конечно же, остановит поединок и скажет, что Айдон выиграл дисквалификацию. Есть, наверное, больше времени на восстановление, но снимут ли баллы и очки у Су Йонга, тоже вопрос, потому что такого я не могу вспомнить, чтобы было. Ну и видишь, даже один раунд целый не прошел, поэтому однозначно, если Айдон сейчас отказывает, скорее всего, это будет no contest. Да, я так... Судя по невербальному поведению Кодека, то он готов продолжить. Дают ему время на восстановление.
Насколько я понял, опять-таки по жестам рефери. Рефери объясняет ему, что это запрещенный удар, что ты нарушил правила. Ну, я думаю, и Су Йонг это все прекрасно понимает. Айден готов продолжить. Половина раунда еще впереди. Без ударов, но все же Айдену удается прессинговать. Атака от Су Йонга. Опять пошел в ноги. Есть тейкдаун. Переходит. Гильотина. Но не совсем плотный замок здесь. И нет возможности помогать ногами. Сложно, наверное, будет сделать удушающий прием черному поясу под джиу-джитсу. Попытка обхода сейчас гарда. В такой классической манере действует. Но это уже, знаешь... Стихия Су Йонга. Да, я вот про это и Бэкмаунт. хотел сказать. Пытается Только забрать одна нога. спину. Заправляет две ноги, обрати внимание. РНС он часто, кстати, применяет в своих поединках. Умеет он забирать спину, работать со спины. Достаточно ли времени было для команды Dart Team, чтобы изучить соперника Су Йонга? Вот этот вопрос меня волнует, конечно же. Однозначно. Кодек готовился совсем другому оппоненту. Стилистически совсем не похожему. Можно сказать, даже напомню, что Илиман Шертаев изначальным соперником должен был стать в этом поединке против Айдена Кодека, но Илиман Шертаев не уложился в лимиты легчайшей весовой категории, поэтому Су Йонг вышел на замену, который должен был драться против Равана Бикполата. Буквально за сутки у нас тут такие вот кардинальные изменения в карде. Не получается пока закрепиться в бэкмаунте. Кодек неплохо так защищается. И даже не удается, даже не думает пока. Обратите внимание, что Су Йонг, кстати, не наносит удары в партере. Ну, он же практикующий джитсу. А вот и сейчас, возможно, это и сказывается. Несколько ударов нанес. Я к тому, что можно нанести несколько ударов, затем выйти на удушающий прием. То есть замаскировать, либо же ослабить, наверное, вот защиту. Отвлечь внимание. Да, вот этим самым и сейчас занимается Йонг. Был близок Су Йонг, но не дает все-таки себя законтролировать. И Кодек должен сейчас отрываться, конечно, отвечать за тот самый концовку пропущенный раунда тейкдаун. необходимо забирать сейчас. 20 секунд еще до окончания раунда. Нападает справа. И слева боковой от Кодека. Да, вот сейчас бокс, да, становится ключом, мне кажется, для Кодека. Есть у него преимущество в боксе именно. Он чуть быстрее и видно, что намного техничнее. Да, все-таки беспокоит его этот самый удар. Возможно, есть все-таки какая-то травма. Такой неоднозначный у нас раунд получился. Был... здесь, слушай, я даже сначала как-то не придал этому значения. Кореец даже руку не подал, да? Сразу прошел. Как только лишь прозвучал гонг, сразу прошел в ноги. Возможно, поэтому не был готов к этому Айден Кодек. Да. То есть без приветствия. Это вот уже вторая попытка тейкдауна. Ну, здесь, кстати, тоже был удар ниже пояса. Да. Я этот момент не совсем правильно понял. Я думал, что он пропустил удар в корпус. Да, здесь вот коленом было. Да. Все-таки. Но при этом никак не сигнализировал об этом Кореец. Су Йонг, к сожалению. И рефери этого не увидел. Ну и, скорее всего, он не такой был болезненный. Все-таки с короткой дистанции был нанесен этот удар. Хотя на самом деле удара в пах достаточно небольшой амплитуды и небольшой силы, чтобы прочувствовать всю боль пропущенного удара ниже пояса. Второй раунд стартует. Да, ставку все-таки Айден все правильно. Левый боковой сейчас. Ставку на бокс он делает, и, наверное, это и правильно. От Кодека. Джеб и...
Раздел сразу своего же. оппонента. Так. Да, попытался в ноги пройти. Но мы уже поняли, на что рассчитывает Суйонг. И поняли, на что рассчитывает Кодек. Джеб и опять проходит, но Джеб точно был. на чеку Кодек. Суйонг. Еще раз на выходе. Еще один джеб пропускает Кодек. Да, кстати, после перерыва получше стал на руках работать боец из Кореи. Клинч. И старается сразу разрывать дистанцию, обратите внимание. Суйонг, как только чувствует, что есть опасность, еще раз попадает. Джеб, конечно же. Очень много джебов сейчас пропускает Кодек. Подключил уже ноги. Клинч еще раз. Будет ли попытка тейкдауна от Айдена? Ему это, конечно, не нужно, но в первом раунде, по крайней мере, он пытался это делать. Еще раз. Не прочь, не прочь. Суйонг зарубиться. И во втором все-таки получше стал работать. В боксе. Есть тейкдаун. Да, такого он еще не делал. Он проходил только в ноги, а в этот раз это был шикарный зацеп. Попытка сейчас развернуться от Айдена. Кимура, но вот смотри, как легко это контрит сейчас Суйонг с помощью своей ноги. Все-таки на шаг впереди, да, вот что касается партера. Суйонг на шаг впереди. Все действия Айдена контрит и опять заходит за спину. Заходит. Бэкмаунт снова. А времени-то полно еще, 2,5 минуты. Заправляет ноги. Все делает, знаешь, по канонам джиу-джитсу. Position before submission, да, как говорится. Позиция, а потом уже болевой. Ну да, это логично, конечно. Не суетиться и вот сначала всегда работать над позицией, закреплением позиции. Да, уже начал бить. Уже второй раз он, кстати, выходит за спину, фиксируется. Контролирует руки своего оппонента. Айден Кодек. Да, пытается ответить локтем. Ударами с локтя. Снимает замок. Была у него возможность развернуться, но прочувствовал Суйонг этот момент. Забирает. Но это еще полдела. Сейчас Суйонг опять может выйти за спину. Да, что и происходит. Техническую такую ошибку Кодек допускает. Не нужно абсолютно школьный захват или как он называется? Ну, это не бульдог, это, да, просто захват. Это даже не удушение бульдог. Ну, я, насколько помню, таким вот школьным захватом смог выиграть Бен Аскер Робби Лоулера. Да, грузит в партере своего оппонента Суйонг. Но вот есть ощущение, что Кодек уже устал. Но здесь, конечно же, момент в чем заключается. Суйонг готовился абсолютно под любого растягивает, смотри, что творит Суйонг. Маунт, неужели будет маунт сейчас? Не допустит этого Кодек, он сразу же разворачивается. Хорошо он защищается, по крайней мере, до этого момента защищался именно вот с бэкмаунта. Фулл-маунт, конечно, нельзя опускать. Забирает шею! Забирает шею! 25 секунд остается до окончания Нет, второго это не раунда. шея, он прихватил голову, да, здесь больше голову обхватывает. Видимо, где его рука лежит. В какой-то момент показал, что это шея, но нет. Разбивает опять. Размягчить, да, пытается. Ну что, второй раунд, безусловно, за корейцем. Мы в этом не сомневаемся. Пытается еще раз закинуть тот же самый удушающий. Неужели удар в пах сбил все Айдену? Вопрос теперь касающийся именно выносливости и атлетической подготовки двух спортсменов. Изначально, конечно же, Айден Кодек готовился к 5 раундам. Но здесь нужно учитывать тот факт, что Суйонг вышел на замену, причем готовился на 3 раунда.
Прилетел откуда? За 100 500 километров от своего родного дома, да? Здесь тоже вопрос. Если дело дойдет до чемпионских раундов, там, конечно же, мы эти все вопросы мы ответим. Но что-то мне подсказывает, что все-таки удар в пах сбил настрой, либо же весь бой Айдена Кудека. Да, есть такое ощущение. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это было сделано не специально. Откуда ты знаешь? Нет, это все шутки шутками. Бывают такие удары, которые наносятся непреднамеренно. Опять-таки целился Суёнг, конечно же, в внутреннюю часть бедра. Но справедливости ради нужно сказать, что Кудек также нанес удар ниже пояса в начале раунда. Да. О котором, кстати, Ну, не такой значительный, но в целом, да. Удар в пах от них тоже был. Ну что, раунд номер 3. Давно так далеко не заходил Кудек. Крайние поединки у него заканчивались быстро. Да, пытается опять. Локоть с разворота от Суёнга. Вот это было уже таким сюрпризом, да. Теперь уже в пах с колена отвечает Айдан. В первом раунде тоже это было. Ну что, теперь у Суёнга есть возможность немножко передохнуть. Да, показывает, что он готов, но вот... Что происходит, доктор? Да, это, я думаю, что Формальности, да? формальность. На каком языке, интересно, происходит общение сейчас рефери и доктора и Суёнга? На Вот языке такой. жестов, насколько я понял. Продолжается поединок. Пытается провалить Айдан. Сразу же Снова ноги перевод, без борет особых проблем. опять. Забирает спину. Слишком легко он это делает. Да, все-таки корейский джитсер оказался не по зубам Айдену Кудеку. Заправляет ноги. Отлично. Хорошо, прям закрепился. Ножку одну успел просунуть. Уже вторая нога. заправил, Треугольник на замок корпусе. закрыл. Закрепил успех, скажем так. Может провести оставшиеся 3 минуты, 4 минуты в таком Да. положении Суёнг. Да, однозначно. Он это, я думаю, легко сможет сделать. Будет искать сейчас возможность для удушающего приема. Ну или все-таки попробовать залезть в маунт. Вот, кстати, у него было несколько раз, была такая возможность, но вот он предпочитал оставаться именно в бэкмаунте. Насколько я понимаю, исходя из его прошлых поединков, это его любимая позиция. Заправляет Как долго вторую сможет ногу. защищать свою шею Айден Кудек? Хороший вопрос. Разворачивается Айдан, оказывается уже в маунте, да. По сути, в маунте сейчас оказался. Растягивает. О, вот это уже опасно. Все-таки вот это джитсерское Локоть. начало в нем берет свое. Вот он очень От мало Суёнга. бьет Суёнг. Да, если, мне кажется, взорвался бы один раз комбинацией, то, возможно, дело было намного хуже для Кудека. Фулмаунт тем временем. Да, растягивает, контролирует. Пытается. Будет попытка, конечно, добивать. А времени-то еще очень много. 2,5 минуты впереди. И Айдан выглядит, ну, не свежим вообще. То есть он выглядит очень уставшим. Работа в корпус. Локоть. Локоть сейчас был. Довольно-таки неприятный удар. Он такой, знаешь, что не протыкающий, а именно вскользь. Мне кажется, не смог нанести его прям точно. А у меня такое ощущение, что он с мыслью сделать рассечение, знаешь, это делал. Еще раз. Активно очень работает. Это шанс, конечно, для Суёнга. Прихватывает шею, но мало что даст это Кудеку. И здесь вообще можно на контрприем сейчас попасть. Поэтому нужно быть осторожным. Да, без проблем вытаскивает голову. Ручной треугольник? Нет. Показалось в какой-то момент, что еще попадание. Бьет, бьет постоянно.
чуть больше ударов стал наносить Су Йонг Гио. Все так же продолжает избивать своего оппонента в маунте. Очень хорошо держит позицию. Опять очень грамотно отключает руки. Работа по корпусу, по голове. Очень грамотная работа от корейского бойца. Полный контроль. Отлично. Вот все больше и больше мы видим, что он стал применять локти. Минута до окончания третьего раунда. Да, очень мало Вот сил сейчас у Айдена. возможность завершить бой Взрывается. досрочно. Ну, смотри, это просто какие-то хаотичные удары, знаешь, от Су Йонга. На мой взгляд, Су Йонг, возможно, не умеет добивать. Да, есть такое ощущение, что вот очень мало у него опыта, да, вот именно вот в граунд-н-паунде. Как мы и говорили, это джитсер до мозга и костей. И первым делом он ищет болевой. Работа в корпус. Около 2 минут он сидит в маунте. Тяжело даже представить, что сейчас испытывает Айден Кодек, находясь вот под таким шквалом. А впереди еще 2 раунда. Готовит рычаг локтя. Не. Сбрасывает с себя Айден, но нет у него уже сил сопротивляться. Потому что из последних сил, по-моему, здесь работает Айдан. Да, сумасшедший раунд. Возможно, только первый раунд, да, Кодек забрал, и то там много вопросов. Но вот раунд 2 и 3 однозначно за Айденом. Вот сейчас, конечно же, бойцы перейдут в новый уровень. 4-й раунд. Здесь вот неожиданный, конечно же, был бэк-элбоу, скажем так. Локоть разворота. Умеет все-таки он удивлять. Бэк-элбоу это было, ну, довольно-таки неожиданно, согласись. И первый самый тейкдаун был тоже неожиданным действием. Впереди глубокие воды, чемпионские раунды. И Глубокие оба спортсмена воды. не бывали в этих глубоких водах, что самое интересное. Главное в глубоких водах уметь плавать. Пока что 3 раунда, это так, вот, знаешь, безопасный бассейн с глубиной 1,5 метра. Здесь же уже открытый водоем, либо открытый океан, наверное. Да, особенно мир партера для Айдена Кодека сейчас предстал в таком новом ключе, да, потому что мы знаем, что он и сам неплохо борется, но здесь вот прям мы видим преимущество в грэпплинге и очень большое. Пошел вперед Айден просто на всех ресурсах. Сможет ли? Есть перевод Без проблем это делает. от Су Йонга. Прихватил голову, но нужен замок ногами. Чего, кстати, не допускает Су Йонг. Прекрасно он это понимает. Обходит гард. Положение халфгарда. Ручной треугольник сейчас пытается отсюда соорудить Су Йонг Гиу. Еще не отказался полностью от этой идеи. Ну, Айден, конечно, это видит, понимает прекрасно. Освобождает гол, но опять повторяется история. Ручной треугольник. Здесь уже опасно. Вот это да. Ноги освобождает. Близок. Необходимо перейти ему на правую сторону Су Йонгу. Да, идет Если сможет улучшающий это прием, сделать, то может завершить бой идет. досрочно Су Йонг. Улучшает позицию Су Йонг Гиу. Не. Создал себе все-таки пространство, но угроза еще остается, сохраняется. Он еще может доработать. Вот, Да, уходит теперь боковой уже. контроль, да. Вот это уже реальная позиция для ручного треугольника. Су Йонг Гиу становится чемпион. новым чемпионом Найза в легчайшем весе.
Сонымен жекпе-жектің ресми тоқтатылған уақыты 4-ші раунд 1 минут 28 секунд. Қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен аса жеңіл салмақтағы жаңа чемпион Алаңдың көк бұрыша Ю Суян!